Смартфоны, планшеты, компьютеры – это те самые вещи, которые с каждым годом занимают в жизни любого человека все больше времени. Общение с окружающими становится дистанционным. Переписки в соцсетях заменяют личные контакты, а смайлики – настоящие эмоции. В этой ситуации в ногу со временем прежде всего идут дети. Все чаще вместо прогулок во дворе ребята предпочитают компьютерные игры или же коммуникацию в интернете. Дети несколько изолированы от сверстников, да? Они очень много времени тратят на смартфоны, на телефоны, на телевидение. Очень мало, многие дети общаются со сверстниками на улице, во дворах. Это может способствовать затруднению к адаптации в новых условиях. Осложнил ситуацию и коронавирус. В период самоизоляции личные контакты и вовсе стали невозможными. Общение между ребятами в школе ограничивается до сих пор. Классы выходят из кабинетов строго по расписанию. Побегать по коридорам, увы, не получится. Да и в группу продленного дня не запишешься. Однако беспокоит учеников и их родителей не только это, но и возможное возвращение к дистанту. Просили озвучить вопрос, чтобы вы дали комментарий. Как помочь родителям и детям преодолевать страхи перед возможным возвратом к дистанционной форме обучения? Адаптация детей, по мнению психолога, результат общего труда родителей и сотрудников учреждений. Задача родных – не только поддерживать ребят дома, обращать внимание на их настроение, но и непосредственно поддерживать контакт с учителями и при необходимости со школьным психологом. Стоит отметить, что и сам период адаптации у каждого ребенка длится по-своему. Кто-то к новым условиям привыкает всего за пару недель, а кому-то потребуется на это полгода, а то и год. Если поступит запрос о помощи, то, конечно же, необходимо в первую очередь сделать небольшую диагностику, чтобы выявить, в чем же все-таки проблема заключается. Психологическая, физиологическая и так далее. И побеседовать с родителями. В Сыктывкаре находится целых 9 отделений психологической помощи. Они оказывают поддержку людям всех категорий, в том числе и детям. Стоит отметить, что услуги можно получить и бесплатно. Достаточно подготовить определенный пакет документов. Виктория Денисова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.